Всем добрый день, меня зовут Сыягуль Караман. Я выхожу со страницы, с инстаграм-страницы Координационного совета по развитию гарантированной государством юридической помощи. Я попытаюсь связаться с нашей гостьей сейчас. Сегодня мы говорить будем о том, куда обращаться в случаях семейного насилия. И на все ваши вопросы ответит наша гостья, эксперт гендерного совета при спикере Джугорку Кенеша, исполнительный директор Ассоциации антиспид Чинара Абдыгуловна Бакирова. Здравствуйте, Чинара Абдыгуловна. Как вы меня слышите? Хорошо, спасибо. Хорошо. Сейчас я немного насажу. В прямом эфире немного. Да, это особенности прямого эфира, технические моменты. Мы выходим в прямой эфир со страницы, с инстаграм-страницы Координационного совета по развитию гарантированной государством юридической помощи. И сегодня на все вопросы будет отвечать наша гостья, эксперт гендерного совета при спикере Джугорку Кенеша, исполнительный директор Ассоциации антиспид Чинара Абдыгуловна Бакирова. Чинара Абдыгуловна, давайте начнем о правах женщин. Какие права есть у женщин Кыргызстана? В целом, у каждого человека по Конституции. Ну, наши права незыблемые. Все, что есть в Конституции, как бы наше полное право у каждого гражданина, независимо от пола, национальности, вероисповедания. В Кыргызстане равные права. Соответственно, право на свободу слова, право на здоровье, право на жилищные достаточные условия, на образование. Все эти права остаются как бы неизменными. Поэтому независимо от того, женщина это или мужчина, работает она или сидит дома, ухаживает за детьми, у всех равные права. И также в Конституции сказано, что никто не имеет права ограничивать права и свободу. Да, это первостепенно. И также запрещена дискриминация по половому признаку. И что же мы наблюдаем? Я сейчас зачитаю такую печальную статистику. Только за первые 3 месяца 2021 года, по данным Генеральной прокуратуры, в Кыргызстане зарегистрирован 2141 факт насилия в отношении женщин. И 79% дел были прекращены. К сожалению, статистика такова. Эта статистика, она существенно занижена, потому что не каждая женщина вообще обращается в милицию или решает переступить через недопонимание родственников, решается переступить через вот наша пресловутая стереотипная, или мнедейт, и идет, и пишет заявление. Это очень редко кто пишет. 1 из 10, возможно, решается позвонить и сообщить о насилии в отношении нее. К тому же насилие имеет разные формы. То есть вы говорите, каждая 10-я, то есть можно сказать в разы больше этих фактов насилия, просто об этом умалчивается. Да, намного не обращаются больше. Сами жертвы. Я думаю, что каждый из нас либо на работе, либо среди соседей, даже на улице или в автобусе сталкиваемся с такой ситуацией хотя бы раз в неделю. Мы слышим вокруг себя о том, что кто-то в отношении кого-то происходит. Вопрос решается между родственниками. И даже среди тех, кто подал заявление, вот как вы говорите, 79%, а может быть и больше, они забирают свои заявления якобы за примирением сторон. Но в большинстве случаев это не примирение, это часто еще больше и угроза жизни. Психологическое давление, угроза жизни, да. Экономическое давление, угроза остаться без жилья, без средств к существованию, с детьми на улицу. И зачастую женщины ломаются, и они соглашаются на все те условия, которые им ставят.
Очень редко такие А, женщины решаются пойти дальше. Мы знаем, что чаще всего вот мы говорим о физическом насилии, в то же время есть и другие виды насилия, это и экономическое, и психологическое, которые вы сказали, есть сексуальное. Вот чаще всего происходит физическое, правильно? Я думаю, мы слышим больше Подвергаются. о физическом, потому что это визуально видно, это заметно, Мгм. когда человек испуган, когда он избит, когда есть там переломы, в конце концов, человек попал в больницу, или синяк под глазом, или на теле. Это визуально видно и чаще всего констатируется именно физическое насилие. Психологическое или иной вид насилия, их реже можно увидеть. Психологическое можно оценить. Специалисты его видят сразу, но даже не специалисты часто могут сказать, что жертва в невменяемом состоянии, она боится, она в большом страхе, она подавлена, она каждого шороха боится и вообще взгляда даже боится. Поэтому, в общем-то, и психологическое насилие тоже можно различить. Поэтому говорить о том, что больше насилия физического, как бы не очень верно с позиции оценки. Нет заявлений об экономическом насилии, нет заявлений о психологическом насилии. Ну, допустим, если бы у нас была бы классификация неуплаты алиментов как экономическое насилие, мы бы видели сейчас совсем другую статистику. Возможно, как раз-таки больше фактов было бы по экономическому насилию, когда Мгм. мужчины зачастую, иногда есть единичные случаи, когда женщины бросают свои семьи, детей и оставляют в экономически тяжелом таком состоянии. И еще и не платят при этом алименты, всячески ущемляют, всячески унижают. И вот это насилие, оно сопряжено с психологическим. Морально давят, то есть, Оценено то есть в здесь на цифрах. виду все это почти Да, виды насилия получается. да. И я думаю, что вот просто нет такой, может быть, реальной какого-то инструмента оценки и какого-то классификатора, который мы бы могли бы сейчас прям увидеть и нажимая на определенные виды классификатора, видеть четкую картину в цифрах. Нам легче сейчас вывести данные из сводок милиции, из поданных заявлений, где Мгм. заявлено о физическом насилии, где пройдена криминалистическая экспертиза, например, или судебная экспертиза. В отношении финансово-экономического и психологического насилия таких инструментов регистрации нет. И мне кажется, их было бы намного больше. Очень часто люди подвергаются годами, десятилетиями психологическому и экономическому насилию, никому никогда об этом сказать не могут. Зачастую это даже бывают женщины из достаточно обеспеченных семей, которым в силу там высокого положения мужа, высокого положения родителей, может, известности какой-то определенной среди населения этой семьи, они не могут говорить об этом вслух, но при этом присутствует зачастую, может быть, не физическое, но экономическое и психологическое насилие. Мгм. Есть и Вот как такое. человеку самому понять, что он в такой, что он живет в таком состоянии? Там, допустим, если муж не дает денег, допустим, на что-то, или угрожает выселить из дома, или, ну вот, примерами, чтобы человек мог распознать. На каждом шагу, когда человеку не дают возможности заработать, то есть либо не дают денег вообще на свои внутренние какие-то личные потребности, на элементарно купить платье, сходить в кино, там, сходить с подругами куда-то встретиться. То есть Мгм. элементарно обычные карманные деньги, если женщина сидит дома и не работает, то зачастую они подвергаются таким образом. И при этом им не разрешается идти работать и зарабатывать деньги. Это уже относится к психологическому и экономическому как бы, насилию в части, ну, я даже скажу рабству, наверное. Это больше относится к такому удержанию дома с целью как бы, иметь власть над человеком, над женщиной, над ее Мгм. жизнью. И, соответственно, если даже мужчина не может обеспечить женщину, давать ей такие расходы, то он хотя бы должен дать ей возможность работать и зарабатывать. То есть создавать все условия, разрешить учиться, получить новую профессию, реализовать себя.
Если этого не происходит, то я считаю это насилием. Если человек любыми путями, особенно угрозами, удерживает человека от действий, которые он хотел бы совершать, которые он вправе совершать, от свободы действий, тогда это и можно отнести к насилию. Мгм. И мы знаем, что эти все виды насилия, независимо, где он проживает, в развитой стране или нет, независимо от статуса, положения, от материального состояния, все могут подвергаться насилию. Да, абсолютно. Особенно прошлый год в период карантина показал, что независимо от уровня цивилизации, там, от уровня развития экономического страны, во всех точках земного шара констатировались очень большой всплеск домашнего насилия, семейного, гендерного насилия в частности. И люди в условиях изоляции оказались рабами собственных чувств, собственных каких-то низменных поступков, и вот это выплеснулось в В мир, да, семейном, домашнем насилии. это все вылилось в домашнее насилие, и это имело катастрофические просто цифры, показатели, в том числе и в нашей стране тоже. Если Мгм. днем, возможно, И, люди заняты, отвлекаются, то когда люди сидят вместе и в условиях изоляции, в условиях отсутствия финансирования, в условиях какой-то гарантии в завтрашнем дне, в стабильности, вот тут выливается. Слабые люди начинают проявлять агрессию по отношению к ближним. мгм. И еще печален факт тем, что это все насилие, может быть, зная или не зная, это совершают самые близкие люди. Даже в отношении старых людей, когда остальные члены семьи плохо к нему относятся, это же тоже своего рода насилие. Да. Это вот, наверное, неумение вообще найти какие-то точки соприкосновения. Если действительно невозможно делиться, невозможно как-то изолироваться, то, наверное, надо уметь находить параллельные пути, вообще пути общения не без агрессии. Либо искать альтернативные варианты совместного проживания, Мгм. как-то не разрывая А, родственников, и продолжать общение. Иногда наша связь как-то это прерывается, надеюсь. Вы меня хорошо слышите, надеюсь. Да, я очень хорошо вас слышу. Возможно, Мгм. Мгм. Да, возможно, интернет слабый может быть. Чнара Абдагуловна, вот смотрите, вот когда я вот не первый раз прямой эфир и затрагиваем тему семейного насилия, а, мне кажется, вот яркий показатель того, что чаще подвергаются женщины. Помните фильм в ролях Дженнифер Лопес «С меня хватит»? То есть эта да, да, да. женщина всячески терпит, потом уже сбегает с дочерью, потом и все равно, и в конце концов она приходит к тому, что она начинает заниматься самообороной. То есть я Да, прочла российскую статистику, в тюрьмах, оказывается, много женщин, которые вот эту грань самозащиты и вот это убийство, то есть они эту грань перешли, и вдвойне печально, что не только, там, допустим, женщина попадает в тюрьму, ребенок, допустим, в детские дома, а мужчина, который все эти годы терроризировал, он убит, да? У или нас какая убит. статистика? У нас тоже есть такая статистика, и достаточно много женщин в местах лишения свободы, они сидят за превышением самообороны. Конечно, наше законодательство как бы старается более лояльно относиться, да, к таким, но все равно есть закон, есть закон. Если человек при этом пострадал физически, тем более умер, то как бы как бы ты ни оборонялся, женщина окажется за решеткой. Как минимум на время следствия, на время суда. Очень редко, и то, возможно, в пользу детей, если маленькие дети могут быть отсрочены наказание, но в данной ситуации у нас такая же картина. То есть Угу, зачастую женщины, не умея, не зная, куда обратиться,
их состояние приходит в такой как бы, уровень, когда ну, они, не обращаясь к другим, начинают решать проблему самостоятельно. И в момент как бы агрессии в их адрес, в момент насилия они могут превысить самооборону. Мгм. Да, и второй же случай, помните, несколько лет назад женщина расчленила своего мужа, и когда в суде у нее спрашивали, что же случилось, она сказала, что он каждый день он говорил, что еда плохая, и каждый день он словесно ее унижал. Да, это Вот психологическое насилие. да, психологическое насилие, и ее адвокат утверждали, что это было состояние аффекта. К чему я веду вот этот разговор? Имеет ли женщина, пострадавшая от насилия, право на бесплатную правовую помощь? Не просто консультацию, а именно квалифицированную. Ну, в случаях, когда начинается процесс, следственный процесс, каждый гражданин Кыргызской республики, и особенно женщина, они имеют право на бесплатного адвоката. Он предоставляется в рамках закона о бесплатной юридической помощи. А также есть у нас ЦК ГГЮП, это государственно гарантированная юридическая помощь, в зависимости от категории граждан, если она подпадает под критерии этого постановления, то в целом и за ней будет постоянно закрепленный адвокат, который будет оказывать ей юридическую помощь. То есть кроме того, что на период следствия, на период всех мероприятий следственных и судебных, за ней будет закреплен адвокат, можно получить консультацию у профессиональных адвокатов и юристов. В рамках реализации государственно гарантированной юридической помощи у нас сложилась очень хорошая действенная платформа государственных и неправительственных организаций, ассоциаций юридических клиник и адвокатских контор, Адвокатуры. и адвокатуры, да, коллегия адвокатов, и мы стараемся во всяком случае оказать максимальную помощь, комплексную помощь. Это касается не только консультаций по юридическим вопросам, это и социальные какие-то вопросы, оказание помощи, в том числе материальная, если есть такая необходимость, то мы изыскиваем возможности, призываем людей помочь конкретной Мгм. семье. Бывает, когда женщина в такой ситуации оказалась, ей просто некуда идти, или ей нужно временное убежище в момент агрессии со стороны насильника. И мы можем перенаправить свои партнерские организации, которые занимаются проблемами женщин и детей. Есть у нас кризисные центры, есть большая Центры. ассоциация кризисных центров в Кыргызстане. И вот опыт в прошлом году при мэрии, при муниципалитете открылся первый государственный шелтер для жертв насилия, для женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, где они могут быть размещены вместе с детьми. Поэтому если ситуация такова, что есть угроза жизни, и на некоторое время женщине нужно убежище на период проведения каких-то следственных мероприятий, можно, или на период переговоров с родственниками во избежание насилия, ну, для предотвращения дальнейшего насилия и для сохранения жизни, есть такие вот возможности, как убежище. И его можно Мгм. попросить и в милиции. И вообще, вот я недавно сама сопровождала одну жертву насилия, она обратилась ко мне совершенно случайно через знакомых просто спросить, говорит, вот вы много знаете, Чунарди, помогите, у вас есть знакомые юристы. И сказала, что муж ей угрожает, систематически угрожает. Она в прошлом году попыталась с ним развестись, он сделал все возможное, чтобы убедить ее, что он исправится. Однако в этом году, уехав в командировку, устроил за ней слежку и угрожал ей, присылал ей угрозы, видеокамеры, видеозаписи, где видно, что за ней следят, причем ежедневно и вечером, и днем, где бы она ни находилась. И она очень испугалась. И через детей были угрозы, что если мама ваша от нас уйдет, то я просто ее убью. То есть таким посылом шло психологическое насилие и давление. Я сразу же не
как бы не растягивая там консультации, я просто предложила сразу идти писать заявление в милицию, поприсутствовала при этом процессе. Была удовлетворена действиями сотрудников Первомайского РОВД, очень квалифицированно, спокойно. То есть все плюсы-минусы, все права были высказаны. И также было уточнено, есть ли ей, нужно ли ей убежище на время вот, выдачи охранного ордера. То есть девушка о наличии такого инструмента, как охранный ордер, не знала. То есть на месте ей было предложено вот вариант, хотите, вот мы можем выдать вам охранный ордер. Но они оценивали, то есть сотрудники милиции по ходу разговора оценивали степень риска для этой же Для семьи и для здоровья. женщины, для здоровья и для ее жизни, поэтому они сразу предложили выдать охранный ордер. Связали со своей стороны с ее мужем по WhatsApp, он был в пути, выслали ему фотографию охранного ордера и предупредили об ответственности, если он приблизится на этот период к жене. За это время предложили явиться в РОВД и пройти все необходимые процедуры по дознанию, да, то есть и по оценке, насколько в дальнейшем следует этого человека подпускать к семье. Ну, женщина, она уже как бы не первый год подвергалась и экономическому насилию, как оказалось, и психологическому, и физическому неоднократно. Обращалась ранее даже в милицию, однако, видимо, он договаривался, и нигде не было, побои не были зафиксированы, что, в общем-то, отражено было в протоколе. И во избежание физического насилия в этот раз ей предложили убежище на 3 дня. Параллельно, пока я находилась в РОВД, я связалась с коллегами, спросила, кто может оказать помощь. Вернее, я в сердцах выставила пост в интернете, в Фейсбуке, где сразу отозвались наши коллеги-партнеры и предложили, говорят, если нужно, мы можем разместить ее в кризисном центре. Я созвонилась, предложила, она говорит, пока не считаю нужным, пока я у родственников уехала из квартиры, остановилась у родственников на время вот, разбирательств, да, как бы на время следствия, на время выяснения обстоятельств. Но была она очень благодарна, что, оказывается, есть люди неравнодушные, есть даже кризисные центры, куда можно пойти и на время укрыться, пока идет следствие. Ну, это было дня 2 назад. Первый охранный ордер выдается на 3 дня, в течение которого проясняются все обстоятельства. И при необходимости следователь принимает решение вместе с потенциальной жертвой, стоит ли его продлевать. На время работы охранного ордера с потенциальным насильником работают как сами следователи, так и психологи. Насколько я знаю, его приглашают на беседу с психологом, с ним работают. Жертвами насилия тоже работают в этом направлении. Мы предложили встретиться женщине с семейным психологом и предложили поработать с детьми, с детским психологом. Сейчас, я так думаю, эта процедура вся идет, потому что ко мне она больше не обращалась, что мы договаривались, что если какой-то из этих видов работ не производится, либо что-то остановилось или наоборот слишком форсируются события, что она будет мне сообщать о уходе. Насколько я То есть понимаю, все. это показательный такой пример того, как можно скоординировать свои усилия и помочь Да. конкретно. Да, я ее спросила, насколько ей нужен еще адвокат. В тот момент она сказала, если нужно будет, я уже знаю, к кому обратиться. Мы связались с коллегами, в общем-то, коллеги согласились, сказали, вот можете сразу давать наши телефоны, и мы будем вести это дело. Пока вот и все на уровне РОВД, поэтому дальше пока вроде бы не эскалируется. Очень надеюсь, что муж ее успокоится и перестанет их беспокоить, потому что решение о разводе у нее было уже давно, но сейчас уже окончательное. Как в прошлом году, когда я первый раз с ней встретилась, предлагать ей попробовать сохранить семью я в этот раз уже не могла, и не было как бы предпосылок к этому, поэтому
Единственное, что я смогла, это дала ей образцы заявления в суд, объяснила, куда идти и как писать, и что не забыть включить, чтобы потом не было, допустим, тяжбы за детей, чтобы не было тяжбы за какое-то имущество, которое приобретено в период совместного проживания, даже если приобретено только одной стороной. Но если они в браке, то и вторая сторона имеет право претендовать на На, половину. Поэтому наполовину. обо всем, да, я ее предупредила и, в общем-то, предложила при необходимости, что адвокаты с ним могут поработать. В Мгм. целом женщина грамотная, она учительница, и ей вдвойне было очень тяжело решиться на подачу заявления или кому-то рассказать о том, что в доме семейное насилие, потому что мы все привыкли, что учитель — это пример, показатель, какой-то индикатор в обществе, да, для Образец, да. Мгм. образца. И когда вот человек говорит о том, что вот ее избивают, что ее постоянно психологически терроризируют, то это очень тяжело для Ну вот самих. наиболее частые причины, по которым женщины и не обращаются в правоохранительные органы, это вот первое, что мы говорили, не хотят оглашать, то есть стыд и нежелание, чтобы кто-то узнал, что у них в семье что-то не так, да? Это да, Потом но второе, есть второй. недоверие к милиции, а потом третий случай, что это не дойдет до суда, и что милиция, ну, ничего не предпримет, не предпримут. Очень большой фактор играет угрозы. Угрозы со стороны насильника, которые уже, если они к этой роли привыкли, то они будут Мгм. изощренно, очень изощренно угрожать, предупреждать о различных там подводных камнях, да, звонить родственникам, как в данной ситуации было, что он систематически ранее звонил родственникам, обливал ее грязью. При этом он вел себя с ними очень хорошо, корректно, всегда вежливый, всегда предупредительный. И тут он каждый раз звонит им с жалобами на их дочь и, соответственно, подрывал доверие родственников к ней. То есть он не давал ей возможности иметь запасной аэродром, то есть куда можно было бы в случае чего уйти и спрятаться. Мгм. Мгм. То есть он уверен был в данной ситуации, что ей некому будет пойти, не с кем будет обсудить эту проблему семейную, и никто ее из ее семьи в том числе не поддержит. Его родня — это уже отдельная тема на протяжении многих лет То есть он терроризирует. уже, в Уже данном случае, он как террорист, да, правильно? да, он уже Семейное приготовил для насилие себя. можно приравнивать к терроризму. Я думаю, да, это прям очень тяжелая ситуация, и каждый случай, он уникален, с одной стороны, но с другой стороны, вот пошагово действия насильников Трагично очень уникален. похожи. Да, очень похожи, как вроде бы другая семья, другая ситуация, но сами действия насильников, они очень похожи друг на друга. Это угрозы, это постоянное выискивание слабых мест у жертвы. И самое слабое место у женщины — это ее дети. И когда идет насилие и давление через детей, это очень тяжело выдержать. И женщина решается часто на Мгм. очень резкие шаги только когда насильник переступает какую-то черту, и когда потенциальная жертва перестает бояться. Она понимает, что либо я сейчас должна что-то сделать, либо он Перейти сейчас Рубикон. насильно что. Или она станет уже, или мы узнаем, когда уже ее не будет в живых. Вот смотрите, только за Да, да, 5 месяцев 2021 года уже, по-моему, 5 убийств на почве, вот, это страшно, это случаев очень семейного страшно. насилия. Это Потому что ужасная статистика. это как бы статистика еще и убийства, как бы выясненные обстоятельства, да, что это было на почве семейных разбирательств, что это на почве ревности. Есть А ведь и не сколько молча выясненные, просто умирают, да? неясно просто, неясных обстоятельствах пропадают без вести. И зачастую, когда разговариваешь с оперативными работниками, со следственными органами, они Мгм. тоже. Если женщина, это девушка или женщина, жертва, в первую очередь отрабатывается вариант ревности. Ревности, семейное насилие. В этом случае как раз-таки первая вообще версия отработки по убийству идет именно это. Потому что ну,
90 из 100% Мгм. мы попадаем в точку. Чаще всего насильником или убийцей оказывается потенциальный насильник, тот, который уже угрожал, либо уязвленное самолюбие там парня или мужа. В общем, зачастую именно это является причиной. Мгм. Чнара Абдугуловна, вот мы сейчас все рассказали, перечислили. Вашей знакомой очень повезло, что она к вам обратилась. Вот тем женщинам, которые испытывают это насилие, или всем тем, кто видит такое насилие, что им делать, куда обращаться, чего не стоит бояться? В любом случае, сама степень насилия может быть разная. Иногда это такое мелкое вроде бы, да, любя, там человек, любя ревнует, любя не выпускает куда-то, любя там ругает, если кто-то на тебя посмотрел не так, да. Но в этом случае, конечно, в первую очередь нужна помощь родственников, да, и таких старейшин в доме, авторитетных людей, которых послушает муж или парень. Это в первую очередь. Потому что, ну, мы не призываем сразу, да, разводиться и так далее. Наоборот, максимально при работе с жертвами насилия, или вообще с фактами насилия, максимально как бы, фокус на сохранение семьи и на изменение поведения. Потому что хотелось бы, Мгм. чтобы семья продолжила быть, у детей, чтобы были оба родителя. Поэтому в первую очередь надо обратиться к родным, к тем, которые могли бы вмешаться, помочь как-то исправить ситуацию, исправить характер человека, да, более Мгм. старшего поколения, либо люди, которых уважает потенциальный насильник и кого он может прислушаться. Во вторую очередь, если совсем некому, то, возможно, есть коллеги на работе, с которыми хотя бы нужно поделиться. Саму нагрузку, моральную нагрузку по переживанию насилия очень тяжело в себе носить. Многие настолько замыкаются, что даже в доме никому не дают понять, то есть они вообще ни соседям, ни родственникам, ни своим родителям, боясь, как бы, чтобы они не переживали за их здоровье, они не говорят ни слова. Тогда в этом случае, как обычные психологи так советуют найти человека, сопереживающего, и который мог бы дать совет, хотя бы выговориться. То есть первый шаг к решению проблемы — это высказать эту проблему вслух. Любой человек примет свое решение, никто даже может его не подталкивать к нему, когда он об этой проблеме проговорит, он ее скажет вслух. То есть в этот момент человек уже осознает до конца, сформулирует ее в виде речи, в виде мысли конкретной. И Мгм. тогда часто даже ничего вмешательства не надо. Женщина сама сможет определить свой следующий шаг. Но если уже совсем тяжело, если настолько там, вот как в данной ситуации, когда родственники Угроза мужа здоровью жизни чуть ли не и ее руки близких, и поднимают, детей, да, и допустим. обвиняют, детям угрожают, дети уже боятся собственного отца. Когда женщина уже боится человека, мужа, да, своего, и это не останавливается, не прекращается, это переходит еще и к физическому насилию, необходимо обратиться в милицию. То есть для этого есть все инструменты. У нас есть закон о семейном насилии, который защищает и очень сильно Мгм. защищает потенциальных жертв, и который может ну, дать профилактику, да, какому-то будущему преступлению или насилию. Не надо ждать, часто не надо ждать, когда кто-то физически ударит. Надо пресекать такие попытки, надо сразу ставить, разговаривать, надо, ну, пытаться выяснить ситуацию, выяснить причину агрессии мужа. Возможно, агрессия причина совсем в другом. Возможно, проблема у мужа на работе очень сильная, и он не может никому это сказать, и это выливается в агрессивном поведении дома. У Мгм. некоторых есть и такие семьи, которые, откровенно поговорив, посидев, решив проблемы и приняв какое-то совместное решение, у них полностью вот угроза насилия спадает на нет. То есть они больше уже к этому не возвращаются, и оба принимают решение, что постараются забыть этот период их жизни и никогда, ну, не возвращаться к теме насилия и не совершать его. Это очень самый благоприятный, конечно, исход именно такой, но зачастую у нас все заходит слишком далеко. Женщины И также, на мне самом деле... кажется, роль вот родных, вы же говорили, вот в данном случае, вот муж этой женщины, он все время это родных как-то это, Да. да,
То есть, мне Он кажется, и родители, женщины должны быть готовы принять ее и сказать, что никто не имеет права тебя бить, унижать, и мы всегда тебя готовы принять и быть на твоей стороне. Я думаю, да, это вот как раз-таки воспитывая девочку, да, отдавая ее замуж, родители должны понимать, что они уж все, не избавились от нее. Нельзя так относиться к своему ребенку, что нужно поддать моральную поддержку и сказать, что бы ни происходило, мы всегда на твоей стороне. Ну и тоже есть и другие факторы, что есть женщины, которые сами нагнетают обстановку. Я и с такими семьями встретилась, и У нас проблемы связи. Все, да-да-да. Угу. поэтому нельзя говорить только о том, что у нас одни мужчины-насильники. Среди женщин тоже таковых много. Причем психологическое насилие со стороны женщины, оно более изощренное. И Снова у нас связь прерывается, но запись с моей стороны идет, поэтому а, сейчас рассматривается законопроект в парламенте о том, что бесплатная юридическая помощь оказывалась не только оказывалась и пострадавшим от гендерного насилия, не только чтобы это относилось к категории малоимущих или лицам с инвалидностью. Наша связь прервалась. Я напоминаю, сегодня мы говорили о том, куда обращаться в случаях семейного насилия за бесплатной правовой помощью. Всего вам доброго, до следующих эфиров.